Город Пицунда стал центром притяжения гурманов, аграриев и любителей культурных мероприятий. Здесь, на центральной арене футбольного стадиона ФК «Кирас», развернулся международный гастрономический агрофестиваль, приуроченный к празднованию Дня города. Стадион трансформировался в настоящую кулинарную арену, пропитанную атмосферой творчества и гастрономического мастерства. Под открытым небом в сердце города местные приглашенные шеф-повара предлагают авторские шедевры. Особое внимание привлекает стенд студии «Колибри», представленный талантливым мастером из Гудауты Сарией. Она с удовольствием делится своей уникальной продукцией, включающей великолепные сухоцветы и композиции из стабилизированных цветов, выполненные вручную. Помимо этого, на стенде можно увидеть восковые свечи, в которые Сария вложила не только свои умения, но и кусочки лаванды, придающие изделиям особенный аромат. Когда я участвую в ярмарках, это не только сегодняшнее. Первое, что это, конечно, атмосфера. Когда ты видишь мастеров, других, их работы, ты, конечно же, в этой атмосфере растворяешься, воодушевляешься. Это не сколько о продажах, конечно, они тоже важны, но сколько реклама. На международный гастрономический агрофестиваль в Пицунду приехала семейная винодельня «Форт Раевский», представляя продукцию из солнечного Новороссийска. Владислав Олесин, соучредитель винодельни, поделился историей предприятия, которое располагается в станице Раевская. Винодельня – это небольшой семейный бизнес, который заботливо и с любовью обрабатывает собственные виноградники площадью 8 гектаров. Благодаря самоотверженному труду семьи рождается великолепное вино, которое они привезли, чтобы порадовать гостей фестиваля. И вот этими ручками золотыми мы вот этот волшебный продукт производим и возим на радость людям. То бишь вам. Я считаю, что это в первую очередь международный фестиваль. Мы видим, что представлено очень много продукции с Краснодарского края, в том числе наша. Это действительно классно. Спасибо, что позвали нас. Нам очень радостно здесь быть. Посетители агрофестиваля имеют уникальную возможность попробовать экзотический желтый чай, представленный компанией «Эко-чай» из села Кутол Ачимчирского района. На данный момент компания занимается производством 7 видов чая, включая белый, желтый, красный, зеленый. Недавно «Эко-чай» начал производство пуэра, а это значит, что скоро в Абхазии можно будет его попробовать. Друзья, я завариваю вам желтый чай, очень редкий чай. Его в Китае называли чаем императора. Почему? Потому что его пили только император и его приближенные. Это очень редкий вид чая. За разглашение в Китае информации о технологии приготовления человеку отрубали голову. Но через какое-то время рецепт просочился, и все сейчас пользуются им. В Пицунду прибыли и представители фабрики натуральных сладостей из города Новокубанска, Краснодарского края. Эта фабрика уже более 10 лет занимается производством высококачественных сладостей, которые успели завоевать популярность как в регионе, так и за его пределами. Фабрика предлагает широкий ассортимент продукции, включая знаменитую халву. Особое внимание привлекает мармелад из ягод, который производится исключительно из натуральных фруктов, сохраняя их пользу и аромат, что особенно ценно для приверженцев здорового образа жизни. В самой республике, я считаю, это очень важное мероприятие. Почему? Потому что это налаживание контактов, связи с предпринимателями. Для нас это возможность показать свой продукт и наладить партнерские взаимоотношения с предпринимателями из вашей республики. Евгения из города Армавира приехала представить разнообразные копченые рыбы, такие как шашлыки, балыки и пласты от компании «Океан вкуса». Евгения подчеркивает, что фестиваль – это замечательная возможность не только продемонстрировать свою продукцию, но и окунуться в атмосферу дружелюбия и гостеприимства в прекрасном городе. Это прекрасный город. Мы здесь бываем очень часто. Всем советую. Это очень классное и, так скажем, увлекательное мероприятие, где можно показать себя, посмотреть на народ и побывать в Абхазии как на отдыхе. Это просто замечательное место на самом деле. Диана Габни – местный производитель и предприниматель из села Хопста Гудаутского района. Она владеет мини-производством Tata Home, которое предлагает аджику, соусы и компоты. Я сама с города Пицунды, замужем в Гудаутском районе. Мне позвонили ребята, и я решила поучаствовать. Это отличный опыт. Учитывая, что сейчас идет туристический сезон, это еще повод о том, чтобы люди побольше узнали об абхазской продукции. Фестиваль делится на 2 зоны – агрозону и гастрозону, где посетители могут познакомиться с продукцией крупнейших производителей
и блюдами абхазской кухни. Здесь продукция компании «Мир пива», которая является дистрибьютором алкогольных и безалкогольных напитков на всей территории нашей республики. Это масштабное мероприятие объединило местных предпринимателей и жителей, демонстрируя туристам богатую культуру Абхазии. И мы показываем нашим гостям, прекрасным приехавшим отдохнуть, то, что в Абхазии помимо экскурсий еще пиршество такого рода может проходить, поэтому всем хорошо провести эту ярмарку, и большое спасибо организаторам. Еще раз давайте продолжать в таком же темпе и традиционно. Гастрономический агрофестиваль был организован инициативной группой молодых людей Пицунды при поддержке администрации Гагрского района и города Пицунда, а также сайта бронирования отеля «Май Апсне». Фестиваль получил значительную поддержку от Министерства туризма и Министерства сельского хозяйства. Изначально мы рассматривали этот фестиваль как площадку для обмена опытом предпринимателей, фермеров, производителей, для того, чтобы заключались какие-то новые связи у людей между собой, создавались какие-то контракты, договоры, то есть реализация продукта как на нашем рынке, также реализация нашего продукта на российском рынке. Фестиваль дарит возможность не только насладиться гастрономическими изысками, но и погрузиться в атмосферу истинного веселья и радости. Музыка и танцы, развлекательная программа для детей, народные традиции и ремесла, доброжелательные люди создают неповторимую атмосферу единства с природой и культурой. Такого масштаба фестиваль впервые. Впервые мы задействовали международный масштаб. Процесс проходит хорошо, в смысле все гости довольны. Будем надеяться, что в дальнейшем такая тенденция у нас сложится и будем работать в этом направлении. На стадионе раскинулись красиво оформленные локации, каждая из которых привлекает к себе внимание уникальным стилем и декором. Над праздником величественно парит воздушный шар, словно страж этого гастрономического торжества, создавая ощущение, что мир вокруг – это яркий карнавал вкусов и эмоций. Новая точка притяжения для туристов является составляющей гастротуризма. Я надеюсь, что наши туристы, наши гости останутся довольными этим мероприятием. Все это завершится 25 июля праздничным концертом в честь Дня города Пицунда. Ждем всех желающих. В контексте обмена опытом и продукцией между предпринимателями в сельскохозяйственной сфере значимость такого гастрономического агрофестиваля велика, подчеркнул заслуженный работник Министерства сельского хозяйства Краснодарского края Виктор Гонтарев. Это не единовременная акция, она будет укрепляться, развиваться как в политике экономических отношений, так и в политике в общем. Завязываться дружеские отношения, будет происходить обмен опытом творчества народного и всего будущего развития. Гости фестиваля высоко оценили теплую и дружелюбную атмосферу мероприятия. Мы все в восторге, так что всем советую приезжим заходить сюда. Природа тут классная. Продукты тоже. Красочный фестиваль, безусловно, останется в памяти жителей и гостей Пицунды. Его яркие события, насыщенные ароматы и вкусы местных деликатесов оставят неизгладимое впечатление у всех присутствующих. А кроме того, участники фестиваля унесут с собой новые контакты и бизнес-возможности. Серия Кварцхеля, Даур Цулуке, Абхазское телевидение.